Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. В Хангаласском районе завершились экстремальные гонки Ха-Раян. Певица Манижа наконец получила отрезы якутской ткани на костюм. Семейство редкого дальневосточного леопарда попало в объектив фотоловушки. Якутские и приморские компании намерены развивать сотрудничество в сфере туризма. В Якутске побывала делегация приморской бизнес-миссии, которая презентовала туристический потенциал Приморского края. В мероприятии приняли участие якутские туркомпании, заинтересованные в развитии деловых связей с Приморьем. Данные анализа турпотоков в Приморский край в летний период последних лет показывают, что порядка 23% потока составляют якутские туристы. Итогом визита стали подписание соглашений между несколькими якутскими и приморскими компаниями. А тем временем певица Манижа поделилась со своими подписчиками в инстаграме видео с кусочками ткани из Якутии. В опубликованном сторис певица поблагодарила регион за присланную ткань и сообщила, что с удовольствием примет отрезы со всех уголков страны. Напомним, именно Манижа будет представлять Россию в международном конкурсе Евровидения с песней «Russian Woman», который пройдет с 18 до 22 мая текущего года. Коротко о силе веры в божества Аи. В соцсетях появилось видео, где женщина запечатлела на камеру желание путешественников добраться до дома без препятствий на дороге. Так, на границе Хангаласского района и города Якутска проезжающие оставили множество оладий в дар почитаемым духам. Главное, чтобы такая традиция не загрязнила природу и не нанесла вред местным обитателям. Сери тому тутуспуттар алажы бөгөтүн айылгаға улбуттар. Но если разбросанными по дороге оладьями местных не удивить, то сашими из рыбы, выловленной в реке Лена, точно стала новинкой для наших рыбаков. Так, японцы съездили на рыбалку на реке Лена в районе Ермолки в Якутске. На видео, опубликованном в паблике «На воде 14», гости из Японии восторгаются первому улову и пробуют выловленную рыбку на вкус. Сами рыбаки на такой эксперимент не отважились. Сашими. Very good? Very nice. Сейчас едем, подожди. Пятнистый квартет – многодетное семейство краснокнижных дальневосточных леопардов. Мать и трое детенышей попали в объектив фотоловушки, установленной на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. На кадрах видно, как внимание самки леопарда привлекает нечто, находящееся за кадром. Животное через некоторое время внимательного наблюдения выходит из кадра, тогда как ее малыши продолжают обозревать, оставаясь на безопасном расстоянии. Специалисты предполагают, что мама-леопард могла отправиться на охоту, совместив возможность накормить семейство с обучением детенышей. Кроме того, в нацпарке заявили, что леопардам не угрожала никакая опасность, поскольку через некоторое время они оказались в кадре фотоловушки на соседней территории. В селе Кылах Алекминского района живет и работает Георгий Корнилов. Он занимается непривычным для современной молодежи делом, ведет крестьянское хозяйство. Елена Фаст пообщалась с молодым фермером и расскажет, как идут его дела. Георгию из села Кылах всего 26 лет. Третий год он занимается крестьянским хозяйством. Ну, я не знаю, родители посоветовались. Стань молодым фермером, говорили. Сперва я не хотел этого, но потом как-то уговаривали. Сейчас? И все, к выводу так уже подошли. Сейчас втянулись? Ну, хорошо. Не жалею. В 2019 году попробовал свои силы в конкурсе «Агростартап». Получилось. Тогда у него было 6 дойных коров. Сегодня в целом 42. Коров 17.
недели 7. И молодняки эти 15, получается. Кроме своих коров, молодой фермер прикупил 10 нетелей холмогорок в кладовой Алекмы. Все они отелились. Ну, холмогорских коров, ну, конечно, молока больше, чем у нас. Ну, у нас эти якутские называются коровы. Поэтому они имеют свои преимущества? Якутские коровы имеют преимущество, да. Ну, в холодной зиме они как-то получше, чем холмогорские. Холмогорские как-то замерзают. Поддержка очень важна, говорит молодой фермер. За это время получилось обновить технику, а это очень важно для хозяйства. Очень хорошо работают они сейчас. Они приобрели 10 голов в кладовой Алекме нетелей. Они все отелились 100%. И приобрел трактор, также приобрел пресс-подборщик. Ну и все навесные, да, которые... Сейчас он хорошо работает, все. Сейчас будет молоко сдавать. В прошлом году у него молоко тоже очень хорошо сдал. В планах поставить новый коровник, а в старом держать молодняк. Работы хватает всем, улыбается Георгий. Благо, семья большая и крепкая. Поддержка есть. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Хангаласском районе завершились экстремальные гонки на автомашинах УАЗ Хар-Аян. На чемпионате, прошедшем в местности Ан, села Немигюнцы, собрались участники из города Якутска и 9 районов Якутии. Гонки прошли по 4 этапам: УАЗ Спринт, автобиатлон, дрэг-рейсинг и преодоление снежной целины Супер Экстрим. Помимо самих гонок также прошел конкурс на лучшее оформление транспортного средства. Его тематикой стал национальный парк Ленские столбы. По итогам чемпионата абсолютным чемпионом стал Петр Васильев, пилот экипажа «Форвард». Всего участие приняло 10 команд, 29 экипажей. Четвертый этап очень сложным был для меня. Но так как в этом году как никогда много снега, для соревнований это самое то. Поэтому снежная зима стала основным подспорьем для нашей победы. Все очень понравилось, все были очень счастливы. Давно не ощущал такого адреналина. Адреналин. Далее о прогнозе погоды на ближайшие сутки. В Якутске сегодня преимущественно без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура 0–2 градуса. На 30 марта ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха днем -1 +1. На территории республики 1 апреля на западе синоптики обещают небольшой кратковременный снег. Ветер умеренный. Температура воздуха на северо-востоке ночью -23, -29 градусов, на севере -30, -35. Днем -3 +2 градусов, на севере -3, -8. На северо-востоке чуть холоднее, -9, -14 градусов. Это были самые холодные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.